Пойдем. Куда? Вот! Российский закон! Вот! Российский закон! O Rossiya etgan o'yini o'quvchilarga getirib bergan Семеро студентов из Туркменистана были задержаны в Ставрополе после мирного собрания на территории Северо-Кавказского федерального университета. Как рассказал портал «Кавказский узел», студенты были недовольны тем, что руководство вуза принуждает их перевестись в учебные заведения Курской или Белгородской областей, где сейчас идут боевые действия. Студенты добавляют, что с давлением и угрозами исключения сталкиваются только граждане Туркменистана. 8 марта Ленинский районный суд Ставрополя признал задержанных виновными в неповиновении требованию сотрудника полиции и арестовал на 10 суток. Один из студентов, имя которого неизвестно, рассказал журналистам, что туркменистанцы с самого приезда в декабре подвергались дискриминации, множественным проверкам и угрозам отчисления. После этого большая группа туркменистанцев подала прошение о переводе в другие вузы, но в Северо-Кавказском университете им ответили, что одобрят перевод только в вузы Курской или Белгородской областей. 7 марта студенты потребовали показать приказы, в соответствии с которыми их перевели бы в другие университеты, но акция завершилась задержаниями. На следующий день в общежитии начались облавы на студентов, во время которых у них забирали паспорта и спрашивали об участии в митинге. Представитель студентов сообщил журналистам, что у администрации вуза был список из 35 человек, которые, предположительно, участвовали в протестном сходе. Сторона обвинения утверждает, что 7 задержанных студентов препятствовали движению служебного автомобиля, пытались скрыться и выражались нецензурной бранью в корпусе университета. Сейчас их пытается защитить юрист, имя которого тоже не называется. В нынешнем учебном году этот университет принял более 1000 студентов из Туркменистана. Всего в вузах России обучается около 30 тысяч туркменистанцев. Редактор Turkmen News Руслан Метиев рассказывает, что молодежь Туркменистана зачастую выбирает российские вузы, чтобы иметь возможность зарабатывать и отправлять деньги семье на родину. Начнем с того, и это ни для кого не секрет, что в основном большинство граждан Туркменистана, особенно молодых, выезжающих в Россию, они едут туда с целью заработка. В Туркменистане огромный уровень безработицы, крайне низкие зарплаты даже у тех, у кого есть работа. Вот мы, например, не раз писали, что работу оставляют военные, полицейские, прям массово пишут заявления об отставке и ищут любые пути уехать как минимум в Россию, а желательно куда-нибудь в Польшу или, например, Германию. Вот в России большинство граждан Туркменистана, они, соответственно, используют возможность учебы, получают студенческую визу, но на самом деле их основная цель там работа.